В прямом эфире информационная программа «Вести. Чеченская республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Дан старт сезону. طبعا начало сезона, да, его скаковой сезон, оно продлится до октября месяца. В Грозненском ипподроме имени Саид Хусейна Закаева состоялись первые скачки года. На пути решения глобальных проблем. Вопросы развития инфраструктуры – также важная часть форума. Масштабное строительство нового района в Грозном заслужило отдельное внимание со стороны делегатов. В Грозном впервые проходит международный форум стран БРИКС на тему «Духовное лидерство и креативная экономика». Наша память и боль. Умирали, некоторые получили какие-то увечья, разные последствия были. Сегодня 38-я годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Исконно чеченский народ питает глубокую любовь к чистокровным и грациозным скакунам. По словам жокеев, в плане эмоционального накала ни один вид спорта не сравнится со скачками. В открытии скакового сезона на Грозненском ипподроме имени Саид Хусейна Закаева приняли участие скакуны со всей России. Почетным гостем мероприятия стал Рамзан Кадыров. Поболела вместе со зрителями и моя коллега Лейла Муртазова. Сезон скачек официально открыт на ипподроме имени коннозаводчика Саид Хусейна Закаева. Перед началом мероприятия жокеи готовят лошадей к забегам, их 7. К этому дню коней подготавливали на протяжении всего зимнего периода. Понаблюдать за зрелищным турниром прибывает самый большой ценитель данного спорта Рамзан Кадыров вместе с соратниками. Перед началом главе региона продемонстрировали уже ставшей легендарной лошадью Зазу, которая долгое время находилась под санкциями и под этим предлогом удерживалась на территории Чехии 9 лет, после чего была успешно возвращена на родину. Давайте поприветствуем бурными аплодисментами несменного короля скачек, чемпиона всех чемпионов, самого любимого скакуна главы Чеченской республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Встречайте, племенной скакун Зазу! Наконец, Зазу дома! Яркое событие посетили болельщики со всей страны, и вот дан официальный старт. Первый забег открывает лошади чистокровной английской породы 3 лет на дистанцию 1800 метров. Скакуны под управлением жокеев стремятся к лидерству. Свой класс, преодолев финишную прямую, продемонстрировал Red Head из клуба «Ахмат». Наездником был Хамзат Улыбаев, преподнес заветный кубок победителю министра здравоохранения Адам Алханов. Скакал мастер жокей международного класса Хамзат Улыбаев. Во втором забеге под названием «Вступительный приз» лучший результат показал Флавтес, и награду вновь забирает Хамзат Улыбаев уже из рук председателя правительства Муслима Хучиева. Стартовал 3-й заезд в честь участников специальной военной операции. Участие в нем принимали лошади 4 лет и выше, рожденные в России. И в 3-м забеге победил принц Роуз, в 4-м скакун под названием Темпур. 5-й был назван в честь коня Зазу. Отметим, что в этих скачках участвует ее же ребенок, который победил уверенно, обогнав конкурентов. Рамзан Кадыров эмоционально болел и переживал за скакунов в каждом забеге. В скачках участие принимали представители Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Дагестана, Ставропольского края и Волгограда. Лидер 2 забегов Хамзат Улыбаев поделился своими эмоциями. Первый заезд был посвящен открытию скакового сезона Грозненского ипподрома. Были гости из Пятигорска, из Нальчика приехали участвовать. И было приятно выиграть эту скачку. Главные 2 приза, вступительный приз и открытие выиграли. И да, сезон будем так и продолжать.
Представители коннозаводов страны ежегодно участвуют в каждых скачках, которые проходят на ипподроме Грозного, и признаются, что для лошадей это лучшая площадка. Мне скачка понравилась, вступительный приз понравился, где мой жеребец остался вторым. Хорошая скачка и такая яркая, хорошая скачка была. Это также и открытие, приз открытия. Лошади готовы, очень приятно было смотреть. На высшем уровне. Я всегда сюда еду с удовольствием. Всегда я и ребятам говорю, это приехал, и встречает, и скачки, и дорожка. Все позволяет. Мне нравится. Шестой забег «Приз струны» завоевал скакун Ганфри. Награду передал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. И в седьмом заключительном в честь чеченского языка лучший результат показал Грозный лам. Лейла Муртазова, Рахман Хаджиев, Руслан Магомадов. Вести. Чеченская республика. Депутат Государственной Думы, куратор 4-го сектора Адам Делимханов и председатель правительства Муслим Хучиев провели совещание с ответственными за строительство нового терминала в аэропорту Грозного. Чиновникам доложили о процессе возведения. Международный терминал станет одним из самых современных авиаузлов в России, отвечающий всем мировым требованиям безопасности, высоким стандартам лучших авиакомпаний, обеспечивающий максимальный уровень комфорта пассажиров. У нас были проблемы, связанные в общем с проектированием. Был такой у нас подрядчик, аэропроект, да? Вот федеральный был подрядчик, и в связи с ним у нас были отставания, потому что аэропроект не доработал данный проект, и нам пришлось ее перепроектировать и заходить в экспертизу, и тем временем много времени ушло, но несмотря на это, мы сейчас с Муслимом видим, что вы и по полосе до конца года, и по тем объектам, которые должны обслуживать данную полосу, работы ведутся. Есть и некоторые проблемные моменты, но они в ходе работы решаются, да? Поэтому будем уверены, все те поручения, поставленные Рамзаном Ахматовичем, они будут по аэропорту выполнены. В Грозном впервые проходит форум с участием представителей стран БРИКС. Мероприятие получило название «Духовное лидерство и креативная экономика». Повестка включает в себя обсуждение вопросов, связанных со сферой инвестиций, цифровых технологий, спортивной дипломатии. В рамках форума представлены инвестиционные проекты нашей республики для установления совместного сотрудничества. Репортаж Валентины Гусевской. После ознакомительного дня в Чеченской Республике делегаты стран-членов БРИКС приняли участие в международном форуме под названием «Духовное лидерство и креативная экономика». Во дворце торжеств имени Дагуна Амаева собравшимся показали ролик о том, как субъект буквально восстал из пекла и добился весомых побед во многих направлениях, прежде всего над международным терроризмом. После чего ведущий мероприятия, помощник главы региона, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поблагодарил гостей за визит, отметив, насколько важна данная встреча и обсуждаемые темы сотрудничества. Сегодня мы можем с уверенностью заявить, что БРИКС каждый день притягивает все большее количество сторонников и единомышленников во всем мире. Это те страны, которые разделяют принципиальные установки, которые лежат в основе данного объединения. Это в первую очередь суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития каждой страны. Это открытость, консенсус. Это в первую очередь стремление к формированию многополярного мирового порядка. Работа по благоустройству ведется непрерывно. Строятся объекты инфраструктуры, создаются рабочие места. Благодаря поддержке руководства республики оказываются и другие виды помощи жителям, рассказал в своем выступлении градоначальник Хасмагомед Кадыров. Непростая политическая ситуация, которая сложилась в мире, в очередной раз доказывает, насколько важно единство, взаимопонимание и усиление межкультурного диалога. Такой путь завершал нам первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, да примет Аллах его шахада, делом жизни которого стали борьба за мир и благополучие на чеченской земле. В искренность его намерений поверил президент России Владимир Владимирович Путин, показав неоценимую поддержку в переломный момент в истории нашего народа. Сегодня путь Ахмада Хаджи достойно продолжает нынешний глава региона, герой России, выдающийся сын чеченского народа Рамзан Ахматович Кадыров, осознавая, что вопрос сохранения мира и благополучия
для нашей республики. Он ведет непрерывную работу, направленную на защиту всех этнических и религиозных общностей. Директор ТРК «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов подчеркнул, что данная встреча ценна еще и своей духовностью. Жизнь и взаимопонимание вне зависимости от национальной принадлежности – это часть успеха любого государства, в том числе с точки зрения религии, отметил богослов. Я всегда в мероприятиях, конференциях, собраниях упоминаю нашего первого президента Чеченской республики Ахмата Хаджи Кадырова. Он был и духовным лидером, он был и президентом Чеченской республики, и многие свидетельствуют, что в нашей исторической практике это человек, легендарный человек, который был муфтием, духовным лидером, и в то же время стал президентом республики, стал руководителем республики. Это говорит о том, что человек духовный, который имеет исламское образование, является духовным лидером, смог руководить своим народом, вывести свой народ из большого хаоса, вывести в прекрасный свет жизни. Поэтому духовность – это очень важно в нашей жизни. По словам одного из лидеров суфистского тариката в Индии, Салмана Чишти, то, что он увидел в Грозном, сильно его впечатлило. Увидев фотографии с разницей в 20 лет, он понял, республика в любом направлении экономики добьется успеха. Мне очень приятно находиться здесь. Смотря на этот прекрасный город, я убедился в том, что место встречи выбрано не случайно. Горжусь тем, что имею честь представлять у вас свою страну. Уверен, мы придем к хорошим договоренностям. В ходе панельной дискуссии были заслушаны доклады о роли межконфессионального диалога и сотрудничества стран БРИКС в целях мира, стабильности и развития. Участники выразили свое восхищение региональной властью за достигнутые результаты и теплый прием в Грозном. От деятельности работы Рамзана Ахматовича Кадырова, особенно после войны в Чечне, восстановление города Грозный, я под большим впечатлением, восхищен, я буду рассказывать своим друзьям, что в принципе хочу вернуться снова и снова сюда. Конечно, этот саммит для нас очень важен в том плане, что здесь присутствуют и мусульмане, и христиане, и представители других конфессий. И нам надо стараться к тому, чтобы наладить друг с другом теплые отношения, работать друг с другом. И это тоже будет общим нашим посланием человечеству, что развитие, процветание, оно общее для нас. План международного форума разрабатывался с декабря прошлого года, продумывая каждое действие делегатов до мелочей. Художественную выставку «Земля. Наш общий дом» торжественно открыли в присутствии гостей. Участники познакомились с работами 3 художников из России, Индии и Саудовской Аравии. Представителем нашей страны выступил член Союза художников Исмаил Денильханов. Часть его работ выполнена в собственном стиле арабской каллиграфии. Безусловно, очень большая для меня радость принимать участие в таком большом форуме, выставлять свои работы, показать культурную часть Чеченской Республики. Ну, в действительности, я считаю, что помимо экономической связи, действительно надо и развивать и культурную, и общественную связь, потому что если экономические связи – это первый такой шаг большой, то культурные и общественные связи, они укрепляют дружбу между нашими странами. Художник из Индии Радж Кумар представил часть работы серии картин об арабских лошадях. За полгода он нарисовал 14 скакунов. У меня была персональная выставка в королевстве Бахрейн, и я взялся за этот проект – создать картины только арабских лошадей. Но вдохновившись ими, я также написал портреты и разные виды животных. Мне нравится рисовать природу. Отдавая дань уважения герою России Ахмату Хаджи Кадырову, участники посетили мемориальный комплекс славы имени первого президента Чеченской Республики. О его жизнедеятельности делегаты узнали в ходе экскурсии по музею. Они признались, что с огромным желанием посетили бы республику в неформальной обстановке. Это уникальное направление, это уникальная республика в целом, уникальные люди и огромные традиции. И очень-очень интересно с точки зрения того, что люди особенные в этом. В целом, что касается музея, также мы для себя узнали что-то нового с точки зрения истории республики Чечни, с точки зрения правления отца господина Кадырова, и как в целом, через какие, к сожалению, трагические моменты прошел народ чеченский. Хочется также сказать, что для нас это большая честь находиться здесь. Спасибо вам огромное.
Вопросы развития инфраструктуры также важная часть форума. Масштабное строительство нового района в Грозном заслужило отдельное внимание со стороны делегатов. Строительство Путинского района началось только в прошлом году. Несмотря на столь короткий срок, 35% жилья уже приобрели граждане не только страны и республики, но и зарубежья. Новый район станет 5-м в городе Грозный. Исполнительный директор Всероссийской организации «Союз отцов» отметил его значимость для семей и молодежи региона и всей страны. Вы знаете, мы видим, насколько сильно произошли изменения за последние 25 лет у нас в республике и в городе Грозном. Со своей стороны я хочу сказать, что молодежи, как говорится, не надо никуда уезжать. У нас дома самый красивый город, самая замечательная республика, самая замечательная архитектура, природа, культура, традиции. И чем больше таких вот районов будет, тем больше, соответственно, будет оставаться молодежь здесь дома и никуда не будут уезжать. Одна из основных задач форума – это инвестиционная привлекательность Чеченской Республики. Символическим событием стало участие в форуме представителей команды Владимира Путина, которые по достоинству оценили проект инфраструктурного творения. Несмотря что на район Путина еще строится, мы проезжали по Грозному, были в Аргуне, в других городах и смотрим, что везде есть портреты нашего президента. Это значит, что любовь к нему и поддержка чеченского народа очень велика. Спасибо большое за такой замечательный форум, за такую встречу, за такое гостеприимство. В ходе продуктивного дня участники обменивались международным опытом и идеями дальнейшего сотрудничества. Его результат будет задекларирован в итоговом меморандуме форума стратегического содружества стран БРИКС. Валентина Гусевская, Турпал Алитайсумов, сайт Селиман Пукаев, Вести Чеченская Республика. В рамках ознакомления с нашей республикой делегаты форума из стран БРИКС посетили древний Хойский историко-культурный комплекс. В этом городе крепости стражников сохранились многочисленные архитектурные памятники, жилые и боевые башни, мечети и сакли, которые позволяют воссоздать быт предков. А неподалеку расположен комплекс карбонового полигона Чеченского госуниверситета, где проводится исследование климатически активных газов, полезных растений и регенеративного земледелия. Репортаж Мадины Нусалчиевой с Высогорья. БРИКС – это межгосударственное объединение стран с динамично развивающейся экономикой. В 2006 году была проведена первая неформальная встреча на саммите ООН в Нью-Йорке. Тогда в состав зарождающегося блока входили только 4 страны – Бразилия, Россия, Индия и Китай. Отсюда и сокращенное название БРИК. В 2010 году в Союз вошла ЮАР. После этого БРИК превратился в БРИКС. На сегодняшний день их уже 10. Одним из самых значимых событий является масштабный ежегодный международный муниципальный форум «Духовное лидерство и креативная экономика». В этом году он проходит в Чеченской Республике. Программа мероприятия обширная и насыщенная. Началось знакомство гостей с регионом с древнего села Хой в горах. Встретили иностранных гостей национальными танцами и музыкой. Расположено село в нескольких километрах от знаменитого озера Кизиной-Ам. В переводе с чеченского его название означает «стража» или «поселение стражников». Согласно легенде, жители этого села воспитывали воинов для охраны рубежей Чечни. Много наслышаны о героях Чечни, о шейхе Мансуре, о многих других суфийских предводителях, которые защищали свою родину. И вот особенно, когда мы сегодня оказались здесь, в этом старинном селении Хой, город стражников, защитников, мы видим, насколько здесь все это свято охраняется, свято ценится. И вот задача нашего нового поколения, святая задача, святой долг нового поколения состоит в том, чтобы не утрачивать эти традиции, сохранять их, чтобы ценить все это, беречь это все. После экскурсии развернулся настоящий лоузер. Зажигательные национальные танцы никого не оставят равнодушными. И даже незнакомые движения не помеха. Для кого-то это первое знакомство с Чеченской Республикой. Очень хочется надеяться, что оно станет началом большой любви к региону, из-за которой гости будут возвращаться сюда снова и снова, как это было у Екатерины Величкиной. Вы знаете, есть такие места, в которые говорят «влюбляешься». Вот в это место влюбляешься и хочется сюда приезжать и приезжать. И я 3-й раз еще обязательно вернусь. Как многодетная мама, для меня семейные ценности и традиции всегда стоят на первом месте. И смотреть, как здесь развивается культурный и духовный код традиций,
Ну, безусловно, вот с такой глубочайшей историей, вот это здесь очень ценится, как относятся к женщинам, как почитают маленьких детей. Для меня вчера было такой радостью наблюдать, как маленькие детки ходят по улице, гуляют самостоятельно, держась за руки, это сказочно. А для Элины Таири приезд в Чеченскую Республику в буквальном смысле возвращение на родину. Родилась и выросла она в Грозном, однако из-за военных действий ее семья была вынуждена переехать. Я вообще родом из Грозного, у меня было счастливое, прекрасное детство, я жила в центре города. Это было пересечение улиц Терешкова и проспекта Ленина. То есть сейчас это проспект Кадырова. И сейчас, где был мой дом, там будут строить Ахмат Тауэр в этом районе. И я с детства очень любила наши все традиции, общалась всегда с самыми замечательными людьми этого города. Все родные работали, трудились. У нас очень много было всегда друзей всех национальностей, всех народов. И очень грустно было, когда началась вот эта война, которая могла бы поссорить, но у нас хватило мудрости со всех сторон, чтобы восстановить хорошие отношения, чтобы восстановить мой любимый родной город. Следующая точка пребывания участников БРИКСа – кампус карбонового полигона Вайкарбон в селении Макажой. Здесь состоялась презентация «Туризм как инструмент интеграции культур» от Министерства Республики по туризму. Собравшимся рассказали о действующих и будущих туристических объектах региона. В конце этого года, к сезону 24-25, планируется открытие еще 7 километров трасс на северном склоне. Плюс будет реализован проект строительства канатной дороги длиной 4,5 километра. После презентации на тему вреда пластика для окружающего мира выступила Сахер Асибхамла. Она вместе со своей командой борется с проблемой выброса пластиковых изделий в океан и выступает за его переработку и вторичное использование. Собрание в Грозном, оно позволяет нам общаться, устанавливать контакты с разными общинами, сообществами и деловыми людьми. И мы, общаясь, обнаруживаем разные направления, в которых мы можем быть полезными друг для друга, развивать отношения в дальнейшем. И именно вот этот аспект взаимного понимания и взаимного сотрудничества является для нас наиболее важным, потому что Россия – это страна огромных возможностей, еще не реализованного потенциала. И нам надо работать так, чтобы этот потенциал был реализован в полной мере. Насыщенный календарь мероприятий требует широкого спектра знаний и опыта. Детально прорабатывается готовность площадок, логистика, информационное обеспечение участников встреч. Ну а наших гостей ожидает посещение озера Кизиной-Ам, где они смогут насладиться его красотой, отдохнуть и пообедать. Главная задача БРИКС – решать вопросы преодоления глобального финансово-экономического кризиса, повышения жизненного уровня населения, а также перехода на высокотехнологичное производство. Мадина Цалчиева, Моусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Торжественный ужин завершил второй день пребывания делегации БРИКС в республике. В неформальной обстановке с представителями Международного форума «Духовное лидерство и креативная экономика» пообщались руководитель администрации главы правительства Галас Таймасханов, помощник главы региона, министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Удаев и другие официальные лица. Делегаты поблагодарили за теплый прием, выразив уверенность, что отношения с нашим субъектом на этом не закончатся. Гости также высоко оценили усилия руководства во главе с Рамзаном Кадыровым по развитию международных отношений и повышению благосостояния региона. Они уже успели побывать в наших горах, посетили наши достопримечательности, мечеть сердца Чечни, в Шали мечеть имени пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И вот они делают акцент на вот теплоте и гостеприимстве чеченского народа. И, конечно, надеются на то, что отношения между нашей республикой и представительством африканских стран республики будут развиваться. Мы надеемся, что те поручения, которые дал глава республики Рамзан Ахматович, они будут воплощены в жизнь, что Чеченская республика будет представлена и в Африке тоже. По инициативе Всероссийской политической партии «Единая Россия» проводится международный исторический тест на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы». В Чеченской республике тест состоялся на 107 площадках. В Грозном такая акция была организована на базе нефтяного университета. Во время написания работ со студентами провели беседу официальные лица, а также командиры военных ведомств. Гости рассказали молодым ребятам, почему важно участвовать в таких мероприятиях. По их словам, знание истории поможет им воспитать в себе лучшие качества.
Selerne حقوق شوازه كان يوم دعوة وبشكو إلى ده صنون ده هوي ودي بوخ باتسان حالا بيتون يتن ديوقت إنه بوها بيتون يوجد إنه ديوقتون ساز تكتب عليه المدرعة إزدو إستوريته شوكي دعوة. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную акцию добра. Продуктовые наборы в первую очередь распределили нуждающимся семьям. Слова признательности за постоянную поддержку звучали во всех муниципалитетах. Об акции добра Турпал Тайсумов. Новая благотворительная акция от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, снова приходит в дома малоимущих и остро нуждающихся жителей. 400 наборов, включающих в себя сахар, муку и рис, были доставлены жителям Гудермесского района. ال اقدر على شيء هو دين بوكسن دون دين ميل دول وساعنا صوي وشا ومحد رمزان الله ده دقوا ولا ده العرش ولا ده ساعدوس مالي دفتقه ده بيسي دوشا اقا ساعنا دو خوزه وصلوا الله ده سنيه دولشو من دي رئيس اوكرانيا بوجش دي سنيه دولشو من دي الله ده ساق قبل دول الله ده شدقنا سو واخيرز وصلوا ده لا مكش ماش اذا سندوي زولش دون ومحد امانو ايش ده دقوا بابولو هنا. В остальных муниципалитетах, среди которых Грозненский, Гудермесский и Курчелоевский, было роздано мясо 70 голов крупнорогатого скота. Пакеты с продовольствием волонтеры приносили прямо к порогу дома. غيلش ناخي حوش بو ديريس خيلد باس عليه يشاتر هرسن تليك خلا داس رمضان والد إكوارت وياتشان غيلش ناخي حجنا هو حوش هو سيخ تون هرساخ حقاش واشو ديريس خيلتون دار ساغ يول دار قبول دوالسون هرساغ. Такой добрый жест для нуждающихся – это уже традиция, продолжающаяся многие годы. Жители не перестают выражать слова благодарности в адрес руководства субъекта за постоянную заботу и внимание. ديريس خليل بزنديل أحر ساعة تحقر دال أوبل دل ساعة بزنديل وقنشو بيسير بوتسبوش شبيلش بيش عشودو دال أوبل دل دال شيد يعدل أشميل يلشتك بزنديل دال أوبل ساعة صار ميل ديريك أيمان إس رمزانا تكون مصوهم لا توشتو ستين دا بيرو جروب إن وليدو بوش مصوهم من يؤحيو دال مقلا دال إزبس كونش دال أحشي إغيتن بويلوي وفوندي دايتن هدايتن شنيزن دي لقد دا ساعة دولار رمزانا أيماني هدايتن ميل خود شنيزن دي. Кроме того, в субъекте было роздано мясо птицы в количестве 40 тысяч штук. Приготовить вкусный ужин теперь не составит труда, а региональный общественный фонд продолжит свою благую миссию, которую осуществляет, несмотря ни на что. Турпал Тайсумов и Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. 26 апреля – Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе. За 38 лет назад произошла авария на атомной электростанции, которая стала одной из самых страшных катастроф в истории человечества. На помощь пострадавшим бросилась вся страна, среди них были и наши земляки. Их самоотверженные действия по ликвидации последствий предотвратили дальнейшее радиационное загрязнение. О трагических событиях из первых уст в репортаже Натальи Депутатовой. 26 апреля навсегда вошло в историю. Самая страшная катастрофа на объекте атомной энергетики – авария на Чернобыльской атомной электростанции, в результате чего произошел взрыв с выбросом радиоактивных веществ. Муса Ханариков, депутат парламента Чеченской Республики, в то время служил в армии на Украине. Военнослужащих сразу бросили на ликвидацию последствий и эвакуацию населения. Муса отлично помнит эти дни. В мирное, казалось бы, время увидеть, как люди в спешке покидают дома, оставляя все – картина, как из фильма ужасов. Ну, мы увидели эту трагедию своими глазами. Он сделал такой огромный выброс веществ, которые люди не могли не заболеть и не умереть. Некоторые, не приходя в себя, умирали, некоторые получили какие-то увечья. Ну, разные последствия были. И есть люди, которые до сих пор лечатся. Очень страшно было вокруг. Очень много животных, скажем, лежало.
Люди в панике были, все было брошено. Очень большое количество тогда из нашего региона, Чечено-Ингушетии, было добровольцев, очень большое количество. Когда эта трагедия случилась, весь советский народ тогда, рискуя своими здоровьями, рискуя всем, что есть, мы помогали тогда украинскому народу. Сейчас получается, что мы должны защищаться от, скажем, западных, европейских политических направлений, которые Украина внедрила в себя. Но на тот момент ни Запада, ни Европы Украине никто не помогал. Помогал весь советский народ. Мусе Мусаеву в то время было 32 года. Он работал инженером-технологом в Грознефтегазе. Узнав о трагедии, Муса не остался в стороне. Мужчина, выходец из селения Белготой Шалинского района, организовал по тем временам удивительную акцию – сбор гуманитарной помощи, а именно выращенных в этих краях помидоров. По его воспоминаниям, откликнулись на беду чернобыльцев все жители села, каждый двор. За один день белготойцы собрали в КАМАЗ из Аргунского транспортного предприятия Агропрома ЧАССР 7,5 тонн груза. Надписи на бортах машины «От чистого сердца чернобыльцам», выведенная на русском и чеченском языках, красноречиво выражала душевное состояние каждого жителя. Ну, конечно, это организовать, чтобы поехать туда, это одному не под силу было тогда. К этому делу подключился райком комсомола наш Шалинский, даже обком партии, тогда это, можно сказать, руководство республики. Вот. Я от них и письмо повез туда. В общем, приобрело такой вот общереспубликанский масштаб, вот этот рейс организовывался. И мы поехали туда. Через 2 суток мы были там. Ну, картина страшная. Картина очень страшная. Колодцы забиты, деревни пустые. Города, населенные пункты, некоторые пустые, некоторые еще нет. В общем, приехали туда, но их удивлению не было предела. Как это так? Не через военкомат, сами приехали, да еще с таким грузом. В общем, они были очень обрадованы этим. Вы пробили брешь вот этой информационно-психологической вот этой стене, говорит. Молодцы, спасибо вам. И оказывается, мы оказались первыми в Советском Союзе. Взрыв на атомной электростанции болью в сердце отозвался в сердцах людей бывшего Советского Союза. Последствия той аварии видны и сейчас. Город Припять в Киевской области до сих пор находится в зоне отчуждения, ведь период полураспада радиоактивного вещества, по словам ученых, более 300 лет. 38 лет назад вся страна в едином порыве бросилась на помощь пострадавшим. Никто не делил людей по национальностям. Все понимали, что необходимо побороть последствия трагедии, не дать населению нынешней Украины погибнуть. Сейчас, спустя долгие годы, все субъекты Российской Федерации, в том числе и Чеченская Республика, также спасают мирный народ, но уже от другой угрозы, не менее разрушительной – фашизма и нацизма. В нынешнее время жители страны также с болью в сердце воспринимают происходящее на Украине. В зону СВО регулярно отправляются добровольцы со всей страны. Систематически жителям освобожденных от нацистского режима территорий машины из Чеченской Республики доставляют гуманитарную помощь от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Наталья Депутатова, Магомед Басаев, Саидымин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. На больших экранах продолжается прокат фильма «100 лет тому наперед». Они живут в разных мирах. Коля Герасимов в сегодняшней Москве, Алиса Селезнева на 100 лет позже. Коля – обычный парень, ему нет дела до будущего. Алису не отпускает прошлое. Она должна найти маму, которую потеряла, когда была совсем ребенком. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений, в которых нашим героям предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое – любовь и дружбу. Картина режиссера и автора сценария Александра Андрющенко уже собрала много восторженных отзывов и сумела завоевать сердца зрителей. Фильм «100 лет тому вперед». Просто фильм оставил только положительные эмоции. Актерский состав был просто прекрасным.
Эмоции, которые я получила, это просто не передать словами. Еще я знаю, что его сняли от книги, которую я читала, и совпадает просто прекрасно. И буду советовать каждому второму, который будет спрашивать меня про этот фильм. К этому часу это все события, и еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.